власть в Республике Татарстан не слышит народ, когда проводит публичные слушания. Вы посмотрите, вот Медшин, когда последний раз он выходил и разговаривал с народом на любом мероприятии, кроме праздничного, власти, когда выделяли место для строительства мусоросжигательного завода, они учли только мнение кого? Они учли мнение олигархов, которые ратуют за строительство этого завода. В Татарстане может стать президентом не татарин? Вот начните сначала с себя, начните с того, чтобы ваши дети изучали татарский язык, а потом уже лезьте ко всем остальным. В проекте «Реальные люди» мы говорим о событиях, которые влияют на нашу с вами жизнь. На сей раз у нас в гостях кандидат в президенты Татарстана Владимир Сурчилов. Он выдвинут от партии ЛДПР. Добрый день, Владимир. Добрый день. Давайте начнем не с Татарстана. Вы представляете партию, которую многие обвиняют в предательстве хабаровского губернатора Сергея Фургала. ЛДПР своих бросает? ЛДПР своих никогда не бросает. А те, кто обвиняет ЛДПР в предательстве, являются сами трусами. ЛДПР никогда своих не бросает. Такого никогда не было. Нет и не будет. Как вы считаете, факт снятия избранного народом главу региона Москвой является правильным в федеративном государстве? Я считаю, что факт снятия по основаниям, надуманным совершенно на сегодняшний день, это является неправильным. Почему? Объясню. У нас есть презумпция невиновности. Вот если губернатор в чем-то провинился, тогда надо было судить его непосредственно в том крае, где он совершил свое преступление, а не надо было увозить в Москву. Вопрос не в этом даже, вопрос не в этом. Вопрос в том, что выбирают главу региона народ, а снимает президент Российской Федерации. Как вы считаете, это логично? Но это вопрос не ко мне, это вопрос к законодателю, который установил следующий порядок. В Татарстане Москва может снять президента с должности, в принципе. Как бы вы к такому отнеслись? Может снять. Как бы вы к такому отнеслись? Смотря по какому основанию сняли бы президента с должности. То есть сам факт того, что этот президент избран народом, вас не смущает? Президент избран народом. Но если законодатель прописал, что президент Российской Федерации может снять президента Республики Татарстан по закону, значит, так должно и быть. Давайте поговорим о Татарстане. Вы недавно заявили, что кандидат в президенты Татарстана владеть татарским языком не обязан. Вы считаете, что вы таким образом... Вы не считаете, что вы таким образом нарушаете Конституцию Республики Татарстан? Все-таки в этой Конституции закреплено, что татарский и русский являются равноправными языками. А в чем я нарушаю Конституцию? Я заявил законные требования, которые в этой же Конституции и прописаны, что кандидат на должность президента не обязан владеть татарским языком, в то же время обязан владеть президент Республики Татарстан. В чем нарушение-то? Объясните. То есть, как только выборы пройдут 13 сентября, вы за ночь выучите татарский или как? Конечно, я же вам пример приводил. Господин Мухаммедшин 45 лет выучил татарский язык. За ночь? Да. А почему нет? Угу. Я гений. Чудеса в лингвистике, которых я еще не слышал. Если вы станете президентом Республики Татарстан, вы сохраните название главы республики как президента Татарстана? Это единственная республика, я напомню. Нет. Почему? Я считаю, что все должно быть приведено в соответствии с федеральным законодательством. Закон должен быть един для всех субъектов. Каждый субъект Российской Федерации, он индивидуален, но закон должен быть един для всех. То есть вы считаете, что наличие должности президента сейчас это нарушение закона? Должен быть.
То есть наличие этой должности сейчас — это нарушение закона, по-вашему, да? Я правильно понимаю? По-моему, да. Угу. А вы не считаете, что это как-то размывает федеративные основы государства? Почему? Ну, потому что по Конституции Российской Федерации республики являются государствами. И государство имеет свои атрибуты, в том числе президента. Республики по Конституции Российской Федерации являются субъектами. У нас федеративное устройство. У нас федеративное устройство, но в Конституции закреплен статус республик как государств. Статус республик не как государств. Вы читали Конституцию Российской Федерации? Нет, вы ошибаетесь. Статус республик. Вы читали Конституцию Российской Федерации? Я повторюсь, вы читали Конституцию Российской Федерации? Конечно. Там русским по белому написано, что республики в скобках государства. Он подразумевает, что у каждого субъекта есть самостоятельные функции, но не подразумевает, что каждый субъект является государством в государстве. На прошлых выборах кандидат от вашей партии, от партии ЛДПР, набрал менее 1% голосов в Татарстане. Вы верите в свою победу? Рассматриваете ли вы себя или рассматриваете себя все-таки как технического кандидата? Или спойлера? Конечно, я верю в свою победу, потому что плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Плохо начинать какое-либо дело, заранее быть неуверенным в своей победе. Мы, конечно, понимаем прекрасно, в какой мы стране живем, и особенно в какой республике мы живем. И когда в 2015 году на выборах президента Республики Татарстан 16 районов проголосовало за Минниханова больше 99%, вот, это о чем-то говорит. Когда вот я привожу в пример Алькеевский район, который проголосовал за Минниханова 99,71%, это было в 2015 году. То есть из 19 тысяч человек за Минниханова проголосовало 18 тысяч с чем-то, а за всех остальных кандидатов, их было на тот момент 3, от коммунистов, от ЛДПР и от «Справедливой России», проголосовало 80 человек. Как вы считаете, вот это вообще статистика нормальная, ненормальная? На мой взгляд, нет. Ну, я не могу оценивать статистику. А как вы считаете, в Татарстане может стать президентом не татарин? У него есть шансы? Почему нет? Ну, потому что большинство населения все-таки татары. Ну, а 39% у нас русских, например. То есть вы верите, что не татарин может стать президентом? Конечно. У нас, я хотел бы еще раз подчеркнуть, у нас никакой дискриминации русского населения в Республике Татарстан нет. И дискриминация русского населения в Республике Татарстан, чем Татарстан и славится, она отсутствует. Я подчеркиваю, отсутствует. И если есть определенные перегибы на местах с изучением русского и татарского языка, это перегибы Министерства бестолкового, образования Республики Татарстан, совершенно бездарного. Подождите, перегибы в каком плане? У вас татарский язык как государственный уже не преподается, а как родной только по выбору. А когда это стало? Когда это стало? Когда президент Владимир Путин решил, что он может решать, что и как должно быть в деревне отдаленной татарстанской. А почему это вы считаете Татарстан деревней отдаленной? Я с вами не согласен. Нет, Татарстан не является деревней отдаленной. Я имею в виду, какой-то деревне в Татарстане президент Москвы решает. Я здесь живу. Еще раз. Я говорю о том, что в татарстанской деревне, где-то там, из московского Кремля решают, какой в садике должен быть язык, какой в школе должен быть язык. Вот. Не решают, а предлагают. А когда до этого было, что здесь у нас решали за нас, какой язык нам изучать, в садике в том числе, вот это было плохо. А сейчас нам предложили альтернативу, чтобы выбирали сами родители. И ЛДПР всегда говорит за то, чтобы родители решали. И изучение любого языка было добровольным, на добровольной основе.
хочет изучать. Я вот, например, чувашский хочу изучать как родной. Почему нельзя мне изучить чувашский как родной в Татарстане? Вот объясните мне хоть один аргумент приведите для того, чтобы я не мог изучать чувашский язык как родной в Татарстане. Почему? Вы говорите о родном языке, а я говорю о государственном языке. Государственным языком Республики Татарстан является помимо русского и татарский язык. Почему же тогда получается, что русский для всех обязательный, а татарский нет? Но кто вам сказал, что татарский язык не обязательный? Обязательно изучают же. Его в качестве государственного языка Республики Татарстан не изучают. Его изучают в качестве родного языка. Вот послушайте, вот законодателю надо начать, во-первых, с себя, с изучения татарского языка. Надо, чтобы все госсоветы проходили на татарском языке. И ЛДПР говорит, пусть все заседания госсовета проходят на татарском языке. Что мешает? Что мешает провести видимо, мешают в том числе депутаты от ЛДПР, которые не владеют татарским языком. Что мешает? Мешает то, что самой власти в Республике Татарстан государственным языком татарский многие не считают. Вот начните сначала с себя, начните с того, чтобы ваши дети изучали татарский язык, а потом уже лезьте ко всем остальным. Нашумевшая тема. Как вы относитесь к строительству мусоросжигательного завода под Казанью? ЛДПР и я относимся к строительству мусоросжигательного завода в том, что он нужен, но он нужен в другом месте. У нас есть масса территорий недалеко от Казани, километров 40-50, где первое, нет никаких речек, нет никаких водоемов, где нет населенных пунктов в ближайшей округе. В-третьих, там совершенно пустые поля. Ни лесов, ничего нет. Вот стройте мусоросжигательный завод в таком месте. А что нам мешает построить мусоросжигательный завод в таком месте? Я вам скажу, что мешает. Потому что власти, когда выделяли место для строительства мусоросжигательного завода, они учли только мнение кого? Они учли мнение олигархов, которые ратуют за строительство этого завода. Потому что олигархам нужно что? С маленькими затратами построить завод. На мнение населения наплевали все. Наплевали все. Есть мнение, что этот завод построили в 50 километров от Казани в пустом поле, тогда бы никто не возражал против строительства этого завода. Есть мнение, что этот завод лоббирует из Москвы. Как вы к этому относитесь? Вы не считаете, что это результат того, что вот Москва решает в том числе, какой должен быть язык в татарстанской деревне, в садике, в школе и так далее? Это вот не вопрос не свободы Татарстана в своих... Лоббируют из Москвы, я возвращаюсь к нашему вопросу, строительство лоббируют из Москвы, но место для строительства выбирают здесь. И вот ЛДПР говорит о том, что место надо было лучше выбирать, чтобы не было возмущений народных. Вот выберите место. Вы знаете, например, что у нас на сегодняшний день порядка 40 скотомогильников не имеют вообще никакого хозяина. Причем это идет с 80-х годов. То есть есть скотомогильники, которые сейчас... А что такое скотомогильник? Это там, где лежит сибирская язва. И эта сибирская язва упакована в могиле. И что мы имеем? За ней никто не следит за этим состоянием. А что мы хотим здесь получить? То же самое. Вот если мы не хотим получить то же самое, надо строить за 50 километров от Казани в пустом поле. Пусть напряжется те, кто хотят построить этот завод, и проведут туда коммуникации, дорогу сделают. Пусть напряжутся. Есть еще одна проблема, которую, по мнению многих, лоббирует также Москва. Около 700 человек на днях собрались около села Тарлаши, чтобы выразить протест против прохождения платной автострады М12 по деревням, коттеджным поселкам и дачным товариществам в Лаишевском районе Татарстана. Изначально предполагалось, что трасса пройдет южнее, что
тоже устраивало далеко не всех. Но новый вариант, уверены участники акции, еще хуже. М12 Москва-Казань протяженностью 794 километра – один из участков международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Как вы относитесь к этой проблеме? На самом деле проблема серьезная. И проблема заключается в том, что власть в Республике Татарстан не слышит народ, когда проводит публичные слушания. Потому что, например, по генеральному плану города Казани, который сначала принимался, власти сначала устраивали публичные слушания в открытом формате, а потом перевели их в закрытый формат, когда можно было только через интернет подать свое несогласие, либо чтобы учли твое мнение, заявку. И вот это вот очень важная проблема. Эта проблема в том, что власть закрыта от народа, что власть не общается с народом. Вы посмотрите, вот Медшин, когда последний раз он выходил и разговаривал с народом на любое мероприятие, кроме праздничного, кроме 30 августа, один раз. Ну, во время МЦЗ, во время слушаний, туда да, его вот Миниханов посылал. Вот один раз за время МЦЗ он вышел, он пообщался. А до этого все те, кто хотя бы пытались прийти и разговаривать, они ничего не решают. Вот как сейчас по трассе М12, которую хотят через Лаишево проложить, выходит глава Лаишевского района, разговаривает с населением. Да, он молодец, супер. Так он ничего не решает. От того, что он разговаривает, он только пытается погасить этот конфликт. Он пытается пожар керосином залить. Не надо. Надо, чтобы выходили и разговаривали те люди, которые принимают решения. Если вы действительно хотите, чтобы эти решения были по воле народа, если вы хотите, чтобы эти решения принимались во благо народа. Мы возвращаемся вот к проблеме... Эту трассу М12, которую перенесли с одного места на другое, надо было устроить открытые слушания, публичные, чтобы все могли принять участие в них. И исходя из этих публичных слушаний, потом принимать решения. А вы знаете, например, что у жителей этого района сейчас есть свой план, который они посчитали, который даже обходится дешевле, чем вот сегодняшний план на несколько миллиардов рублей, и который не затрагивает интересы жителей поселков и близлежащих деревень Лаишевского района. Подождите, вы опять обвиняете Миниханова, но проект изначально, он по договоренности между Москвой и Пекином. В данном случае между Москвой и Пекином, не между Казанью и Пекином. Между Москвой и Пекином. Вы понимаете, да, разницу? Откуда я понимаю разницу, но вы забываетесь. Вот когда по территории Татарстана проходит трасса, то где пройдет эта трасса? Учитывают мнение татарстанских властей. Татарстанские власти говорят, что нам необходимо, чтобы трасса прошла здесь-то, здесь-то и вот здесь-то. Вот. Если я увижу документ, который говорит о том, что господин Миниханов написал и предложил, что трасса не должна проходить по тому пути, по которому вы предлагаете, потому что это затрагивает интересы жителей таких-то поселков, и ему из Москвы прислали ответ о том, что пошел ты, то я тогда с вами соглашусь. Соглашусь в том, что мнение господина Миниханова не учли. Но я пока не вижу этого. Господин Миниханов не может даже защитить детские садики, в которых Москва определяет почему-то правила игры. Почему это он не может защитить? Он их прекрасно защищает. В этом плане господин Миниханов очень большой молодец. Поэтому, ему надо отдать должное. Отмена государственного языка и превращение его исключительно в качестве родного языка и по желанию. Вот вы немножко из Праги видите ситуацию по-другому. Я нахожусь здесь, в Татарстане, и я сам своего ребенка вожу в садик, и я вижу, как здесь изучают государственные языки. Русский, татарский в Республике Татарстан. И здесь ситуация совершенно другая. Если человек хочет изучать в садике татарский язык,
то он идет и сдает его в садик, где все образование идет на татарском языке. Вот идет туда, если родитель хочет, но опять же, родитель должен решать, какой язык должен изучать его ребенок. Государство не должно в этом вмешиваться. Государство должно предлагать 2 государственных языка. Русский, татарский. Какой хочешь изучать, чтобы твой ребенок изучал? Хочешь русский? Изучай русский. Хочешь татарский? Изучай татарский. Я вас понял. Давайте вернемся к теме выборов. Мы запустили недавно голосование на наших социальных сетях. И лидирует у нас процентов людей, которые проголосовали и сказали, что они не собираются на выборы вообще. На втором месте Минниханов. Как вы считаете, явка будет высокой на этих выборах? Ну, понимаете, вы этот опрос провели, мне хотел сказать, это все замечательно, но мы не смотрим выборку, кто у вас был респондентами по этому вопросу. Поэтому здесь очевидно, что об наши этом ничего читатели сказать не могу про ваш вопрос. Что касается явки на выборы, то, к сожалению, я общаюсь с многими людьми, и очень многие в Республике Татарстан являются полностью аполитичными. А это результат чего-то может быть? Что? Это может быть результат чего-то? А это может быть результатом того, что люди, к сожалению, в настоящий момент не уверены, что их голос будет услышан. И у них нет примеров того, когда голос именно народа был в Республике Татарстан услышан. У нас слышат всех, кроме народа. И, к сожалению, к выборам, которые проходят в Республике Татарстан, и у ЛДПР в том числе, очень много вопросов. Возвращаясь к 2015 году, когда более 99% 16 районов отдали голоса за Минниханова. У меня последний вопрос, и он связан как раз с теми цифрами, которые вы только что озвучили. Вы говорите о том, что за Минниханова голосует огромное количество людей. Ну, по крайней мере, по итогам так получается. Как вы считаете, реально ли за него столько голосует? Я считаю, что нет. Я считаю, что, к сожалению, у нас система такая, что очень много влияет административный ресурс на выборы. А я сколько вам за могу него реально готовы проголосовать? Свежий пример в суде. Вот недавно состоялся суд, сейчас в Верховном суде находится, когда суд вводит такое понятие, как тренировочный протокол. То есть одному из участников избирательного процесса выдали в суде, это реальный случай в советском суде, одному из участников процесса признали, что после подсчета голосов ему выдали тренировочный протокол. Что такое тренировочный протокол? То есть человек участвовал в процессе, в подсчете голосов, все получил. Секретарь комиссии после того, как закончился весь процесс, секретарь комиссии протокол сделал, подписал, председатель комиссии, участковой избирательной комиссии поставил на протоколе печать, все, отдали человеку, он ушел, и потом, когда он утром посмотрел на результаты в интернете, оказалось совершенно другие, отличные от его протокола. И что? Человек пошел в суд, а суд говорит: уважаемый, вот у вас один протокол, а вот участковая избирательная комиссия, у нее другой протокол, и у ЦИКа другой протокол. И ваш протокол, оказывается, был тренировочный, потому что секретарь комиссии забылся, распечатал, председатель комиссии не в адеквате был, подписал, отдали вам, вы только ушли, поняли, тренировочный, переписали. У меня последний вопрос. Я хотел бы, чтобы вы озвучили, на ваш взгляд, сколько все-таки голосует за Минниханова и сколько за него проголосует на этих выборах? Понимаете, я могу озвучить только свое мнение. Я свое мнение могу озвучить. Как проголосует народ, я не знаю. Я могу только предполагать.
И вот по моему мнению, поддержка господина Минниханова в Республике Татарстан очень большая. А какая? Пусть у нас 13 сентября, вот когда проголосуют, тогда и посмотрим, тогда и подсчитаем. Спасибо вам за интересную беседу. А я напомню, что у нас в гостях был кандидат в президенты Республики Татарстан от партии ЛДПР Владимир Сурчилов. А я напомню, что нас можно смотреть на нашем сайте, на наших соцсетях. До новых встреч!